Это «Аргументы». Я, Петр Пермяков. Сегодня говорим о спорте. Чтобы разговор получился интересным, я пригласил тех, кто знает о спорте все и даже немного больше. Итак, министр спорта Хакасии Сергей Качан. Здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня у нас в гостях заслуженный работник физической культуры и спорта России Константин Тюкавкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, в этом году произошло знаковое событие. Саяны вернулись в элиту русского хоккея. Сейчас они выступают в Суперлиге, играют на выезде. Насколько профессиональный, насколько сильный коллектив удалось собрать? Ну, наверное, очень сложно было в сжатые сроки собрать вот именно команду, которая боролась бы за какие-то там поставленные задачи. Поэтому мы сейчас исходили из тех возможностей и финансовых, я имею в виду, и в том числе потенциально игровых. Мы действуем в той, наверное, программе, которая у нас есть. Тренерский штаб и игроки готовятся достойно. Ваша оценка какая? Главное, что меня беспокоит, это прежде всего команда Саяны должна доиграть, не сняться, несмотря на то, что есть определенные сложности. Даже начиная с календаря, сразу 6 игр на выезде. Это трудно, это сложно. Но мы должны надеяться на то, что и тренерский состав, и все те, кто заинтересован в том, чтобы команда существовала, сделают то, чтобы она доиграла и результат получился. Ну, Константин Николаевич, что это я не знаю, но доиграть-то это ж доиграем однозначно. Ну, я в том плане так пессимистичен, я думаю, что не надо. Я имею в виду, доиграем, конечно. Почему опять же, мы сами просили федерацию, чтобы первые игры были на выезде. Мы не знали, какая будет погода, как мы подготовим лед и все остальное. Сергей Владимирович, но здесь есть и проблемы. В первую очередь это лед. Второе, отношение команды и материальное снабжение. Это деньги. Сейчас мы ведем переговоры по республике со всеми заинтересованными лицами о создании попечительского совета команды. Более того, вообще, мне кажется, и поменять, наверное, отношение к хоккею с мячом в республике хотелось бы. И не только на уровне власти, а и общественных, и в том числе, и чтобы как можно больше сейчас начали посещать матчи. Это в данном случае начнет больше народ приходить, откликнутся бизнес-структуры, это рекламные какие-то вещи. А для нас это, наверное, сейчас единственная команда, бренд в определенной степени республики. И здесь у нас должна быть Саяны народная команда. Первые матчи новички Суперлиги провели на выезде с лидерами российского хоккея. Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Кемерово. Сенсации не произошло. Саяны проигрывали, но при этом показывали достойную игру. Боролись в атаке и обороне, забивали красивые голы. Выход 1 на 1 и гол все-таки забивают на добивании. Если Саян зубы показали. Очень острые такие во втором тайме. Очень порадовала игра абаканских Саян. Команда очень сильно изменилась по матчам с Кубковым. Она оказалась очень организованной, очень дисциплинированной. Саяны предстали практически совершенно другой командой по сравнению с Кубком. То есть гораздо интереснее смотрелись на поле. Мы пока учимся, привыкаем к этим скоростям, привыкаем к вот этой быстроте передвижения, быстроте мысли. Самые крупные поражения принесли матчи с Енисеем и Кузбассом – 14-4 и 13-4. С надеждой на победу Саяны ехали в Ульяновск, где их ждал Уральский Трубник. Команды равные. Счет открыли первоуральцы. Саяны, показав интересный комбинационный хоккей, буквально за минуту переломили ход игры – 3-1. Затем еще один гол и предвкушение победы. Все поменялось за 15 минут до конца встречи. За это время Уральский Трубник успел показать, что слабых команд в Суперлиге нет. Первоуральцы настойчиво атаковали, оборона Саян посыпалась. Абаканцы стали допускать грубые ошибки, нарушали правила, пропустили 1 гол с игры и 3 пенальти. Как результат, волевая победа Уральского Трубника со счетом 5-4. Заряженности на все 90 минут или опыта игры при определенных обстоятельствах нам, к сожалению, этого не хватает. Но еще раз поблагодарю своих ребят, они молодцы. Когда смотришь матчи, сегодняшние матчи с участием Саян, когда они играют со своими соперниками, видно, что их соперники сегодня – это очень много игроков, которые вышли из Абакана. Они здесь начинали, здесь тренировались, потом разъехались по всей стране, выступают за ведущие клубы России.
стали звездами многие из них. Вот не было идеи, когда Саяны вновь переходили в Суперлигу, чтобы как-то, знаете, клич бросить, что ли, сказать: парни, давайте поможем родной команде, поиграйте хотя бы годик у нас. Ну, понятно, идея сама по себе утопическая, потому что заработные платы в Хабаровске и Москве несравнимы с тем, что в Абакане. Но все-таки, может, как-то вот в таком плане объединиться. Но вы знаете, здесь я не открою секреты. Если вы посмотрите по составу команд, есть, и сейчас в том числе мы вели переговоры с Байкал-Энергия, и в том числе есть те, которые ребята там и в аренде у нас, ну, будут играть у нас некоторые игроки или в первой, или во второй команде. Эту работу мы ведем. Ну и опять же говорю, что многие, вот Константин Николаевич говорят, что главное доиграли. В том числе, если Константин Николаевич сомневается в какой-то мере, то игроки же тоже иногда они хотели посмотреть, как все-таки мы зайдем, как мы поиграем. Есть ли уверенность в наших финансовых возможностях и в том числе, как тренерский штаб работает, все остальное. Я думаю, что как раз первый сезон он покажет, и я уверен, что у нас будут яркие игры. В том числе, я и надеюсь, и домашние. И уже и хоккейное сообщество в том числе увидит, я имею в виду наши возможности, что мы заходим не на один день, что мы хоккею с мячом в республике уделяем большое внимание. И в этом отношении, мне кажется, вот в том числе будут легче идти переговоры, в том числе с теми или иными игроками, тренерами и приглашение, в том числе и наших игроков бывших домой. Сергей Владимирович, бесспорно, в отношении команды делается много очень хорошее. Во-первых, 2 спортивные школы. Одна в городе Абакане, вторая республиканская школа. Работают отделения практически во всех регионах, во всех субъектах, кроме Ташипа и Сорска. Вот. Но меня беспокоит, знаете, что, Сергей Владимирович, то, что команда как бы находится, ну, нужна правительству, нужна болельщикам, а нет такого коллектива, при котором была бы команда, как это было раньше, Вагонмаш. Дальше, значит, САС, тоже мы отошли. Над этим надо, просьба от меня и от болельщиков поработать. Но я же недаром о попечительском совете заговорил. На самом деле, мне кажется, вот опять же, ситуация, ну, надо это признать, мы в сложное время входили, вот выборы, и в том числе это же тоже повлияло, какая-то реакция, в том числе некоторых бизнес-структур, пока, по крайней мере, заняли такую выжидательную позицию. Так, Сергей Владимирович, меня еще беспокоит молодежная команда. Мы с этой трудностью столкнулись, когда... Почему мы разделили тренерский штаб? Баженов пришел в молодежную. Потом, на самом деле, это мы просто уговаривали его. Или потому что у нас нет вот квалифицированных тренеров, а нам нужно готовить молодежную команду. Основная, да, это тоже важно, но кто будет через... Вот Кемерово показала, вот они же на протяжении 3-4 лет именно растили. Тот же самый Байкал-Энергия забирают. Енисей сколько раз уже подсказал. Архангельский водник. Это вот всей России показывают, как работают хорошо школы. Вот школа работает, и в команде уже молодежь. Может же так выйти, что молодые ребята здесь опять научатся и уедут? Ну, во-первых, уже не уедут, потому что молодежные это уже контракты. Уже просто так. Раньше у нас... Почему уезжали? Потому что они были как бы как свободные агенты. На сегодняшний день любой федерацию принято положение, любой уезд – это компенсации. Это уже клубы должны нам платить. Поэтому если по основной команде у нас пока краткосрочные контракты, то до конца сезона и посмотреть. А по молодежной мы уже на 3 года. И здесь просто так уже не уедут. Если они уедут и заиграют где-то в каком-то в другом клубе, то нам должны компенсировать. Сезон только начался, впереди масса игр, масса впечатлений, и будем надеяться, что наша команда себя хорошо покажет. Но в этом году произошло еще одно такое знаковое событие. В Хакасию в какой-то степени начал возвращаться большой футбол. Прошло несколько товарищеских матчей,
Наша сборная съездила в гости, к нам приезжали гости. Болельщики восприняли это с большим ажиотажем. И вот хотелось бы напомнить, что примерно 20-25 лет назад в Хакасии такое уже было. Совместными усилиями к концу 90-х удалось сформировать команду, способную добиваться успеха. Победа на Кубке Хакасии, проба сил на соревнованиях Сибирского федерального округа и, наконец, профессиональный уровень – чемпионат России. Для Хакасии участие в соревнованиях такого масштаба уже само по себе удача. Ликованию болельщиков не было предела. Радость побед и горесть поражений. И все это здесь, на спорткомплексе «Саяны». Я никогда не забуду, первая официальная игра, это была с Братском. 1/264 Кубка России. Вот она была первой официальной игрой. На стадионе собралось больше. Вот центральная трибуна, вот эта вот южная центральная, она была битком забита зрителями. На хоккей с мячом столько не собиралось. Сколько пришло на первый официальный матч этой команды. Мы собирали на игры минимум 5000 зрителей, максимум было 12. За республиканский клуб выступали футболисты из лучших команд Сибири, приглашенные игроки из Украины и даже бразильцы. Состав молодой, энергичный, характерный. В 99-м тренером реформации был амбициозный, знающий свое дело красноярец Александр Кишиневский. Из ярких пазлов индивидуальностей ему удалось собрать звездную команду Хакасии. Несмотря на огромные проблемы, мы от матча к матчу двигались вперед. В 2000-м в Хакасию для товарищеской встречи с реформацией приехали крылья Советов. Матч с легендарными крылышками стал настоящим праздником футбола. Решающий мяч в матче реформации крылья Советов забил абаканец Алексей Матюшин. Матч между реформацией и крыльями Советов стал ярким, но, увы, финальным в истории профессионального футбольного клуба «Реформация». Команде мастеров элементарно не на что было жить. Тренерский штаб делал все возможное, но решение уже было принято. Прикрыл эту команду тот человек, который сидит перед вами. А почему? Потому что не было денег. Дело в том, что две команды мы не могли бы содержать. Саяны надо было решить или футбол, или команда Саяны. Сергей Владимирович, 20 лет прошло, вот сегодня стоит такой вопрос: хоккей или футбол? Нет, не стоит. Во-первых, сейчас есть возможность, я не знаю, о какой лиге тогда шел, профессионально, сейчас есть, пока она полупрофессиональная такая лига, это среди, так она называется, среди коллективов физической культуры, но это вторая лига, и в том числе и очень многие в ней участвуют сейчас 14 регионов, 14 команд, вот последний, от Улан-Удэ и до Ханты-Мансийска, это наша зона. Мы обсчитали, в принципе, оно не такое дорогое участие. Если говорить о второй лиге, календарь обеспечения, там, поездок и все остальное, это около 6 миллионов рублей, это по большому счету не стоит. Разница это в 10 раз между Саянами и футбольным. Но это в том числе даст и в том посещение зрителей. Поэтому мы эту работу сейчас ведем. Если у нас все-таки получится, то я думаю, что вот как раз основа вот той команды, которую мы сделали «Республика», это будет уже не товарищеские матчи, это уже будет чемпионат Сибири и Дальнего Востока. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы к этому придем. Когда примерно? Ну, будем пытаться в 24-м. В следующем году, да? Да, ну, многие есть какие-то сложности сейчас. Ну, не буду раскрывать всех этих, но в ближайшее, я думаю, в январе-феврале уже окончательное решение примем. Главное, есть люди, главное, есть игроки, способные ребята. Но все, опять же, упирается в то, о чем я говорил. Так что Сергей Владимирович заверил, что все с деньгами вопрос решится. А если решится, то команда будет. Я сказал, что мы это делаем, но я не сказал, что решится. Мы будем стараться, чтобы он решился. Да, процесс идет. Да, в этом отношении есть сложности. Да. Ну и формировать саму команду. Да, вот сейчас у нас хорошая команда уехала 2006 года на всероссийский. Впервые мы попали на финал. И в этом отношении это тоже это та основа, которая 10-й год поехали, хорошая команда. Поэтому вот основа как раз это те игроки, которые сейчас вот более-менее выступают. Поэтому мы на них будем опираться. Опираться, конечно, из той команды, которая сейчас была сборная команда, от них тоже ряд игроков. Но в основном это уже будем опираться на молодых игроков.
Есть надежда собрать вот такой же большой стадион, как это было там в 98-м, 99-м годах. Вот, полные трибуны. Ну, если команда будет хорошо играть и успешно, мне кажется, здесь... Как зрителя не обманешь. Зритель, играя, приходит на игру хорошую. Если, опять же, все у нас получится, я имею в виду по затратам, тогда мы... Если нет, то 25-й год однозначно, это точно. В Хакасии еще много видов спорта, и в том числе есть такой вид спорта, который называют национальным, это борьба. Вот кто-то говорит, что там все хорошо, борьба развивается, что показывают успехи спортсменов. Вот, допустим, Наталья Малышева в этом году получила золото чемпионата России. Но, с другой стороны, есть и другая точка зрения, что говорят, ситуация патовая, все плохо, вольная борьба стоит на месте и не развивается. Вот что об этом пишут в социальных сетях, хотел бы прочитать. Вольная борьба и в особенности мужское направление переживает стагнацию. Национальный вид спорта зачастую поддерживается только на словах. Тренеры видят, что все меньше юношей приходят в секции, все меньше демонстрируется достижений нашими парнями. Те, кто занимается судейством региональных, межрегиональных и общероссийских соревнований, видят, что Хакасия на них представлена очень слабо. Безусловно, такие спортсмены, как Наталья Малышева, прославляют республику, но этого недостаточно. В плане развития борьбы Хакасия должна быть регионом-лидером, а не отстающей республикой. Конец цитаты. Интересно, кто это написал, я готов с ним встретиться, поговорить на эту тему. Судя по всему, это кто-то из тренеров. Это не только у нас. Он просто опасается, что, видимо, зачем опасаться? Не надо опасаться. Ты приди, вот когда люди что-то критикуют, ну или критикуют, у нас говорят о том, что давайте проанализируем, что сделать надо. И на самом деле, если говорить о внимании, то мы на сегодняшний день на борьбу, вот республика, потратила более 10 миллионов рублей на участие в соревнованиях, тренировочных сборах, приобретение оборудования. Мы сейчас создали центр борьбы при школе единоборств. Количество тренеров в борьбе, вот в общей борьбе, у нас самое большое по республике, количество работающих тренеров в борьбе именно. Здесь, я считаю, вот я имею в виду наша школа единоборства, которые есть в районах, надо, вот, по-честному сказать, перестать заниматься очковтирательством. Нужно начать просто работать. Надо брать детей, доводить их, а не так. 2 года отзанимался ребенок и чаще всего бросает заниматься. А вот это, если бы у нас была продолжительность и потом передача тех детей в училище Олимпийского резерва, с училища Олимпийского резерва мы по целевому в Хакасский государственный университет. Со стороны власти на сегодняшний день все делается. Надо просто теперь тренерам, федерации, общественным сказать, в том числе руководителям муниципальных образований, обратить внимание, как работают тренеры по борьбе. Вот это основная задача сейчас. И я вот на самом деле полностью соглашаюсь о том, что особенно мужская борьба есть проблемы. И особенно, когда мы проводим чемпионаты республики, у нас участвует порядка 30-40 человек всего лишь. Но с другой стороны, мы и сейчас есть у нас ставки, в том числе и мы платим и стипендии губернатора. И заработную плату можем где-то ставки спортсменам-инструкторам для того, чтобы поддержать. Я надеюсь, что год-два, и мы все-таки изменим эту ситуацию. Константин Николаевич, вы что думаете? Я что хочу сказать. Спад вольной борьбы, если говорить мужской, наблюдается не только у нас. И в Красноярском крае то же самое. Вот буквально 2 недели тому назад закончился турнир Сатеева, международный турнир. Ни одного призера в Красноярском крае, ни одного призера. Значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что, правильно сказал Сергей Владимирович, что идет смена поколений. Смена, но не только борцов, а идет смена поколений тренерского состава. Вот у нас в Хакасии где-то ушло, кто-то покинул, на тот свет ушел, кто-то вообще по старости ушел. Где-то около 20 человек ушло. Замечательных, прекрасных тренеров, которые давали мастеров спорта и которые, давали победителей на российских и на других соревнованиях. То же самое творится в Красноярске. Поэтому вся надежда, Сергей Владимирович, на ту молодежь, которая приходит сейчас, новые молодые тренеры, вот они должны взять на себя ответственность и работать серьезно.
серьезно работать, не просто так. Пришел от звонка до звонка, а круглосуточно, для того, чтобы был результат. Если таких людей не будет, значит результатов не будет. Если кто не знает или не помнит, Константин Николаевич – это первый министр спорта Хакасии. Сколько вы были лет министром? Хакасским спортом руководил с 1966 года по 2002. Вот так вот Очень получилось, много. Да. Много спортсменов прошло через вас, много событий. Спортсменов много было. Но и становление только самого 3 спорта. олимпийца борца было. Это по вольной борьбе. У женщин несколько чемпионов мира и призеров Европы. 18, вот при мне было 18 чемпионов России, у женщин было, так? Значит, 7 раз выиграли чемпионат Европы, 8 раз привозили призы с чемпионатов мира. Это женщины, я говорю. Ну, а у мужчин там... Короче говоря, товар есть, люди есть, нужны тренеры. Как живете? Спорт помогает? Ну, двигаюсь. Рядом у меня стадион, рядом стадион. Там дорожка 400-метровая. Когда-то я был на 400-метровой дорожке чемпион края. Так что хожу и вспоминаю о событиях. Ну, стараюсь поддерживать. Чем занимаетесь еще, помимо этого, общественной работой? Да, у меня серьезная работа. Я председатель Совета ветеранов спорта Хакасии. И, кроме этого, член президиума нашей общественной ветеранской организации. Так что постоянно в работе проводим очень много... Почему забывать? Член коллегии Министерства спорта. Член коллегии, да. Министерство Спасибо спорта. вам, что вы ввели. Теперь я и в курсе дел, что делается в Министерстве спорта. Так что жизнь продолжается. Спасибо вам, пожелаем вам успехов, долгих лет жизни. Спасибо. Чтобы вы подольше работали на благо Хакасии, на благо развития хакасского спорта. А на сегодня это все. Кстати, уже в эту субботу саяны проведут первый домашний матч. Нашим соперником станет Нижегородский Старт. Так что саяны вперед. Ну а наша следующая программа выйдет в эфир через неделю. Смотрите аргументы на России 24 и на сайте вестихакасия.рф.